Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. Ты мне сейчас пятачка напомнила, Ир. Нет, Илюш, настоящий пятачок сегодня пришел к нам в гости, к нам в студию. И зовут его Шмыга. Здравствуй, Шмыга, хрю-хрю. Ну и, конечно же, великолепная хозяйка, владелец этого микропига, или как карликовая свинка, Ирина Рубилова. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ириш, ну расскажите нам вообще про это чудесное животное. Откуда оно вообще возникло? Почему оно такое маленькое и больше не растет? Нет, они больше не растут. Их селекционировали в середине прошлого века в Германии. То есть взяли вьетнамскую веслобрюхую свинью, дикого маленького кабанчика из Юго-Восточной Азии, их скрестили и получились микропиги. Вот. Взрослая самка, ну или кабанчик, ну свинья не назовешь их, вот, хрюшка такая, взрослая, не больше 10-12 килограмм. Вот. Сейчас ей на данный момент 5 месяцев, весит она 3 килограмма, очень живая, подвижная, ну забавная зверюшка. Я смотрю, она даже с рук у вас не Да, сходит, с рук они ручная. очень ручные, очень любят ласку, очень любят общение. Вот. Дрессируются великолепно. Дрессируются великолепно. Вот сейчас мы начали приучать ее к поводочку, вот к ошейничку сначала. Сейчас она попривыкнет к ошейничку, будем приучать ее к поводочку и будем ходить гулять. Мне очень интересно про дрессировку. Если я вот могу понять, как дрессируют собачек, как дрессируют свинюшек. То же самое. То есть они выполняют команду сидеть, лежать, апорт, представляешь? Можно научить всему, что угодно. Удивительно. То есть было бы ваше желание и терпение. То есть за еду сделают все, что угодно. А наверняка при покупке мини-пига может существовать такая проблема. Пришел за маленькой свинкой, купил, а через полгода у тебя вырастает кабан. Может Такое быть, бывает? Опять же, это все зависит от заводчика, от его, как говорится, честности. Да. То есть мы, когда покупали, кстати, хочу сказать, купили мы ее в городе Тула, в известном питомнике эпоха Виктории, и они нам дали гарантию. То есть, что он не вырастет, да, что это не вырастет, что это именно микропик, что это карликовая свинка. Мы видели папу. Папа у нас Естефан. Естефан, да. Он серого окраса. Мама у нас Зуля, 10 килограмм она весит. Это у них уже второй был помет. Вот у нас Шмыга со второго их помета. То есть я предыдущих видела детишек этого помета. То есть вот их было в помете 3, 1 мальчик, 2 девочки. Вот. И поэтому они дали нам гарантию стопроцентную, что это не мини-пик, который до 70 сантиметров холки и до 120 килограмм веса. То есть это именно карликовая свинка. Будет неожиданность. Да. А как за ним ухаживать? Ухаживать совершенно никаких проблем не доставляет. Можно расчесывать щеточкой, можно протирать тряпочкой. Самое главное, они не аллергенны. То есть, если у кого-то из домочадцев аллергия, то есть на них аллергии нет вообще. Они не пахнут, они не линяют. Вот. То есть, сколько раз в день они кушают? Они кушают 3 раза в день, но как и любая свинка, они очень любят покушать и предрасположены к полноте. Поэтому диета строжайшая. Вот именно для них, для микро, потому что если она будет, как говорится, набирать вес, да, то есть, соответственно, лапки, да, будут болеть, будет сердце, вот, очень нагрузка большая. А какие-то прививки? Вот, прививки, да, обязательно. Мы стоим на учете в горветстанции нашей обязательно. Прививка от классической чумы свиней обязательно. 2 раза в год делается она. Есть такое заболевание. У них как рожа, поэтому прививку от этой рожи мы тоже делаем. Вот. На данный момент у нас сделано 2 прививки от рожи и от классической чумы свиней. Следующая у нас будет через 5 месяцев. И следующие уже будут раз в год делаться. Хотелось бы сказать, что живут они достаточно долго, 10-15 лет. Вот. И единственное, что может, как говорится, омрачить их существование, если кто-то, вот, допустим, в квартиру заведет, единственное, это провода на полу. Они грызут, любой, да, даже минимальный удар током, это для них смерть. Остальное они не грызут вообще. Игрушки пластиковые, игрушки мягкие, вот как для кошек, для собак. Ирина, а что по поводу туалета? По поводу туалета приучаются очень легко к пеленочке или к лотку. То есть она у нас ходит
как маленькая собачка на пеленочку. В одном определенном месте, ходит не так часто, 2-3 раза в день, и поэтому никаких проблем. Они, самое главное, не пахнут. Не пахнет. Да, то есть Да, нет вот немаловажно. этого, да, нет вот этого Основной запаха. фактор, я бы сказал. Да. А когда гуляешь по улице, допустим, с микропигом, как другие животные реагируют? Ну, Собаки, кошечки? Я не знаю, как другие собаки. Мои собаки относятся великолепно. Они дружат, они То есть у вас играют. еще и собаки да, есть? Да, Так. они спят вместе, Ага. то есть в лежаночке. То есть Я очень вот сейчас смотрю и очень думаю, что же мне общительная. напомнило? А помнишь фильм «Бэйби»? Где Да, как раз да, как раз про микропиг вот маленького, такой да. и снимался Да. в главной То роли. есть, да, вот Ирина, а вот именно скажите, есть. вот ваше желание завести маленькую свинью карликовую, да, это потому что вы очень любите животных или просто вот есть какие-то, как сказать, нюансы, что она лучше дружит, чем там, например, кошки, Ну, или вот характер вам ближе? Вот, то ну, есть... я бы не сказала, что... Ну, я не делала каких-то приоритетов в пользу собак или в Ага. пользу кошек. Просто я давно хотела, и, как говорится, мечта сбылась. Ага, Вот, понятно. то есть я давно хотела, я давно за ними наблюдала, вот, выбирала, как говорится, вот. А каким бы людям вы посоветовали завести вот такого друга маленького? Ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, любящим. Животных. Любящим животных людям, да. Ну и сакраментальный вопрос, наверное, который интересует наших зрителей. От скольки же денежек стоит вот такая прекрасная свинушка? От 30 тысяч рублей. Ну, как какая-нибудь породистый Да, щенок да, да. или- То есть она с документами, у нее есть документы, выдали нам родословную ее. То А есть, существуют какие-то выставки, вот, наверное, существуют выставки, да, за границей. У нас пока такого У нас нет. пока нет. Да, то есть Будем это надеяться, нужно что вскоре в создавать Ярославле клубы. пройдет и Да. выставка, и образуется клуб мини-пигов. Спасибо вам, что Микропигов. Микропигов, Да, да. пришли к нам сегодня в самое доброе утро. Самого доброго утра Спасибо, вам да. и вашему Всего питомцу. доброго, до свидания.